я вам хочу показать необычное для вас производство. Такое дикое количество плова, 10 тонн в голове не укладывается. Нормально. Вкусный плов. Именно этот ресторан приготавливает больше 1 тонны плова в день. Смертельный номер! Раз, два, три, оп! Сегодня я вам хочу показать необычное для вас производство. Мы привыкли с вами ходить по большим заводам, фабрикам, но сегодня мы будем рассказывать о том, как делается бизнес на производстве плова. Чтобы вам было интересно, я вам покажу производство плова на 2 принципиально разных примерах. В первом примере мы будем использовать газ, будет закрытое помещение, мы даже рис поменяем. А во втором варианте мы увидим, как готовится плов на огромном 3-тонном казане. Я постараюсь найти для вас все цифры, сколько уходит денег на сырье, почем продается уже готовая продукция, какие объемы и в чем вообще принципиальная разница такого приготовления. Вам будет интересно. Оп. У-ху-ху. Так, ну что, кладем куйрук, бараний жир, без этого плов не плов. Вот он, казанчик уже готовый, шипит, кипит. Это вот когда вы яичницу готовите, оливковое масло используете. Вот, короче, настоящий плов, он вместо оливкового масла вот такой вот курдючный жир используется. Я, между прочим, не добавлял туда абсолютно никакой воды. Все это самый настоящий чистый жирчик. Теперь, короче, лайфхак. Сначала нужно класть вот такие кусочки вместе с костью. Опа! Оп! Дальше идет лук. Опа, опа, пошел, 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 пошел. Короче, вот это нужно мешать очень быстро. И самое главное, смотреть за тем, чтобы ваши пальцы тоже не приготовились. Потому что капец жарко. Не, ну теперь, конечно, соль у нас кладут не вот так вот, а теперь только вот так. Вот эта вот штука, это морковка. Ее тоже бросаем сюда. Оп. Кручу, верчу, плов приготовить хочу. Так, следующий ингредиент, наконец пошла вода. Чистая, вкусная водичка. Оп-оп-оп. Вот мы добавили воду, теперь, короче, надо подождать минут 30-40 по ощущениям, да, чтобы приготовилось мясо. Вот, так что теперь оно будет само готовиться. Вот так вот руки надо помыть хорошенечко перед всем этим делом. Прям как эти товарищи в операционной. Прошло 30-40 минут, теперь пора добавить рис. Причем важно отметить, не надо вот тут сейчас мешать, потому что морковка стала очень мягкой, мы ее не хотим повредить. Поэтому мы вот так вот сверху этот рис набросали. Так, тут вот так вот свободно размахиваем. Сильно нажимать не надо, как будто гладим. Так, теперь добавляем огня. Опа, пошла жара, видите, он забулькал. Ну все, водички добавили, все помазали, все сделали. И теперь сверху, оп, вот так вот накрыли. Ждем. Опа, вот он. У-ху! Загорелся. Кстати, рис это узгенский, растет в Кыргызстане. Опа. Так, нажимать его нельзя. Поэтому вот так вот мы его чуть-чуть вот сейчас проредим. Ну вот наш плов готов, смотрите. Опа! И начинаем мешать. Видите, какой вкусный, поджаристый. Мы вытащим вот такие вот вкусные
Хорошенькие вот эти кусочки, это отдельно для... Вот так, вот так вот. Вот вишенка на торте. Завтрак готов. Завтрак 3 атлета. Эдик, вот для объективности одну порцию я хочу дать совершенно незнакомым людям. Вот я тебе уверен, они всю съедят, даже тарелку съедят. Вот, например, вот сюда, давай. Идешь за нами? Пойдем. Нет, за бесплатно любой О, саламат, здравствуйте. У нас сіздерге белек. Да, вот, там да помус. Опа, сами приготовили. Видели? Даже моим пловом ребенка кормят. Ну Так, что, попробуем мой Подожди, плов. подожди. О, На юге Так, так. едят руками, брат. Смотри, пальцы не съешь свои от моего вкусного плова. Знаешь, что в твоем плове самое вкусное? Плов? Шакарап. Посмотрю. А нет, шучу. Классный плов. Молодец. Давай жирный бещ. Что я облизал? Нормально. Вкусный плов. Хороший. Блин, Даже не знаю, как оценивать его. да я превзошел себя. Это самое главное. А теперь поехали в Ташкент. Я хочу заострить ваше внимание не на том, какой дизайн используется, как сидят посетители, расстановка столов. Я хочу вам показать, в чем разница приготовления. Я хочу вам рассказать, как устроена кухня. Ранее мы снимали в закрытой кухне, где есть система вентиляции, используется газ. Но в Ташкенте, в Узбекистане, здесь готовят принципиально плов вот на таких дровах. Обратите внимание, что построить такую кухню намного проще. Это обычный навес. Здесь установлен казан, соответственно, сюда бросаются дрова, и все уходит наверх. Нет никакой системы вентиляции. Мало того, что это дешево, быстро и удобно, так еще нашему плову придается очень вкусный привкус дымка. Здесь есть ученики у поваров, и мне сказали, чтобы им стать полноценными самостоятельными поварами, требуется минимум 3, а то и 4 года. Это совсем другой плов, нежели чем готовил я баше. Ингредиентов у этого плова очень много, называется он свадебный. Здесь используется, конечно же, как обычно, мясо, рис, желтая морковь, красная морковь, нут, зира, изюм, черный перец. Вода, даже когда сюда закидывалась, уже была предварительно слегка посоленная. Еще много каких-то мелочей, которые, честно, я не запомнил. Походу, мне не удастся вам рассказать полностью весь рецепт этого плова. Ну, сори. Томиться он будет еще около часа, и за это время он потеряет где-то 20% своего объема. Обычно в ресторанном бизнесе половина стоимости блюда уходит на его создание. Но именно в плове совсем другая картина. Больше половины стоимости уходит здесь на закуп дорогих продуктов. Рис, масло, мясо и так далее. Именно этот ресторан, он справляется с этой проблемой за счет объемов. То есть здесь приготавливают больше 1 тонны плова в день.
1 тонна – это практически 2000 порций. Стоимость каждой порции $2,5. А дальше считайте сами. И пока наш маленький казанчик томится, давайте посмотрим, что происходит на нашем огромном мега-казане. Здесь уже, да, масло вскипело, и посмотрите, как оно бурлит и шипит. Честно говоря, даже страшно подходить. Рядом со мной стоит шеф-повар Мыркамын. Именно он отвечает за мега-казан. А чтобы приготовить 3 тонны плова, какие ингредиенты и в каком количестве нужно туда добавить? Тонна мяса, тонна морковка, тонна рис. Общие 3 тонны. Скажите, вот чтобы приготовить именно 3 тонны плова, добавляется какой-то секретный ингредиент именно из-за того, что большой объем? Или же все то же самое, как и в маленьком казане, просто умножается на количество? Не, ничего не добавляем, просто килограмм больше будет там. Ага, понятно. А что вы добавили в начале? Что за секретный ингредиент? Какая-то такая масса была, похожая на масло? Не, у нас обычное масло, Да? подсолнечное, да. Понятно. Видите, не раскрывает нам всех секретов. А вы готовите плов исключительно с утра? Да, утром. И потом продаете в течение дня или у вас уже утром его весь раскупают? Утром за вечером будет. До вечера? Да, до вечера. Я знаю то, что очень много мусульман проживает в Узбекистане. Когда священный месяц Рамазан, как меняется ваше приготовление? Когда начинается, когда заканчивается? Вот bizda ro'za paytlari, hayit bayramlarida bu kechqurun saharlikka degan osh qilinadi bizda har doim og'zi yopishga. Iftorlik mahaliga qilinadi bizda. Haqiqatda kunduzda obed mahalida kam bo'ladi odamlar. То есть, получается, во время Рамазана вы готовите еще больше и работаете практически круглые сутки? Bu kunduz ishlamaganga kechqurun ishlaymiz-da bizda. Здесь в ресторане готовятся 4 вида плова. Давайте узнаем, какие из них пользуются наибольшей популярностью. Я только что готовил свадебный торт, и торт уже сказал плов. Плов свадебный, а второй вид плова, который наиболее популярный у вас здесь. Чайханский плов. А какое там отличие между чайханским и тем, что я приготовил? Свадебный плов парный будет, диетический. Ага. А чайханский там жареный будет. Все жарит там. Все жарится? Да, все жарится. Вот и вся разница. Такой вопрос. А есть ли еще вот такой большой казан в Узбекистане? И является ли ваш ресторан самым-самым таким большим по объему продаж? И вообще сколько таких ресторанов? Manimcha bunaqa Toshkentda bunaqa katta qozonli, bunaqa odam kutib oladigan katta staloy yo'q bo'lsa kerak menimcha. Biz kuniga endi bilmayman 5000 tami, 6000 ta odam kutib olamiz. Bizlarni mana shunaqa osh markazi kafe o'zidan yana filiallari 4 ta bor shunaqa Toshkentda. Hammasida 4000 ta, 5000 tadan shunaqa kutib olamiz. А какой объем плова они производят в сутки все вместе? Bizlarni mana shu filiallar bilan hammasini botlarni qo'shganda bir 8 tonna, 10 tonna bo'ladi. Endi kuniga qarab har doim o'zgaraveradi. Итак, ребят, в общем, получается, что 4 ресторана производят порядка 10 тонн плова ежедневно. Это самая крупная сетка и самая знаменитая вообще здесь, в Узбекистане. Такое дикое количество плова готовится, 10 тонн в голове не укладывается. Я уверен, что какая-то часть остается. Что вы с ней делаете? У нас не остается плова. Не остается? Да, не хватает даже. Серьезно? Да, серьезно. То есть в течение года даже там 10-20 килограмм не бывает? Не бывает. Это баран или это говядина? Говядина. Я думал, какой-то жестоко жирный баран. Нет, смешанный у нас. Смешанный? Все, Акаджан, что надо делать, говорите, я ваш сегодня ученик. Так же, как и у плова, по-моему, 20% веса теряет и повар. Если вы обратили внимание, у самого большого казана самый худой повар. Видимо, понимаю, почему это. Тут прям очень жарко и лишние жиры выпариваются очень быстро.
Вода уже слегка соленая, да? Смотри, видишь соль? О, уже на полставочки берут, да? Ну чё, смертельный номер в исполнении Алканова. Надо попасть в центр и не упасть вовнутрь. Раз, два, три, оп! Ну вот, собственно, тот самый праздничный плов, который я приготовил. Это просто, ну не знаю, выглядит эпически, эпически. Особенно вот этот вот жирчик, он прям, это то, что надо. Ну давайте поговорим про бизнес, да. Смотрите, 4 филиала готовят порядка 10 тонн плова ежедневно. Причем бывают дни, когда плова готовится больше, праздники или еще что-то. Оборудование кухни, оно хоть и супер интересное, но на самом деле крайне дешевое. По сути, это навес, брусчатка, специальная установка под казан, варишь дровами и, собственно, плов готов. Никаких тебе вытяжек, система кондиционирования, пожаротушения и так далее. Это очень удобно. Что еще хочется сказать? Давайте поговорим про то, сколько стоит, да? Килограмм плова здесь, в Узбекистане, стоит порядка $5. Что интересно, в Казахстане уже дороже, где-то $7-8. В Кыргызстане по непонятным лично для меня причинам, например, в Бишкеке он стоит чуть ли там не $10. А теперь интересный момент. Все эти страны импортируют мясо из Кыргызстана. Вот такая вот загадка. Но, возможно, я нашел решение. В Узбекистане очень большой объем продаж. Возвращаемся к цифре 10 тонн в день. Это практически ежедневно порядка 3,5 тонн мяса, 3,5 тонн риса, 3,5 тонн разной там морковки. И, естественно, имея такие объемы, можно получить совсем другие цены от поставщика. Именно в этом ресторане они подходят к своим поставщикам практически как Макдональдс. У них есть специальные компании, которые выращивают специально для них мясо. Есть специальная компания, которая поставляет им рис, выращивают для них морковку. Все это очень тщательно отобрано, и, конечно, там другие цены. По инвестициям в строительство, я вам честно скажу, не буду врать, ничего вам не могу сказать, но два факта я заметил точно. Не очень важно внутреннее убранство вообще. Локация тоже не важна, потому что когда у вас есть вот такой вот казан, за ним можно приехать хоть на край города. Поскольку Ташкент вообще туристический город, то сюда бы приехали, даже если бы это находилось в часе езды от Ташкента. Поэтому, повторюсь еще раз, локация не столь важна. Поэтому инвестиции на первоначальном этапе не столь высокие. В итоге бизнес на плове возможен, ребят, реально возможен. 10 тонн. Умножьте на $5, вы получите свой валовый доход. Ну окей, там 50, 60, 70% ушло на продукцию, издержки, но все остальное, я уверен, чистая прибыль. Поэтому этот вид бизнеса можно развивать. В других странах он не поставлен так, как здесь, и я думаю, этим можно воспользоваться. Единственное, не знаю, насколько возможно, чтобы в городе можно было вот так вот дымить. Я знаю, что, например, в Москве это запрещено. Вообще, надо сказать то, что в Узбекистане культура плова, она очень сильно развита. Здесь люди едят плов на завтрак, на обед, на ужин, вообще при любых случаях в жизни. И, конечно, это сказывается, когда такой большой спрос, очень много предложения, соответственно, большая конкуренция, и в итоге выигрывает клиент, потому что каждый конкурирует и за счет цены, и методики приготовления. Как, например, вот в этой сети ресторанов. Они все сделали очень оптимально, дали очень низкий ценник, сделали вот эту фишку с огромным казаном, и все, пошло-поехало. Вы можете представить, что, еще раз повторюсь, мне просто это в голове не укладывается, может быть, меня обманули, но говорят, что нет. Из этих 10 тонн не остается ни рисинки, все продается, им даже не хватает. Давайте рассмотрим этот бизнес с точки зрения влияния на экономику страны. Импорта практически нет, все производится здесь. Создается ценный продукт за счет того, что появляется туристическая привлекательность. Люди приезжают сюда посмотреть на этот огромный казан и попробовать плов именно из него.
Это вообще крутая фишка. Соответственно, привлекаются туристы сюда. Также надо сказать, что как бы вы не ругали меня, да, там, ППшники и фитоняшки, но плов — это очень экологически чистая еда. Гораздо лучше, чем бургеры из Макдональдса и так далее. Соответственно, люди более здоровые. Давайте попробуем мой чудо-плов. Его кушают прям вот так вот руками. Не ругайтесь, это на самом деле так. Я только-только начал постигать методику поедания через руки. Это не так просто. У меня, видите, он рассыпался, а у продвинутых людей он превращается в комочек типа суши и полностью залезает в рот. Ну, у меня так не получилось, но все равно очень вкусно. Я красавчик вообще. Мой плов — это просто божественная тема. Надо, чтобы жена не смотрела выпуск, а то заставит меня готовить. Вы все привыкли к тому, что мы делаем розыгрыш, но в этом выпуске его не будет. Свой розыгрыш я съел сам, и он очень вкусный. Садитесь, ребят, попробуйте. Ну и в заключение, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал и делайте умопомрачительные комментарии. Спасибо. Нормально?